Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Республиканский институт развития образования. Сегодня мы проводим республиканский онлайн-семинар «Ключевые подходы к разработке рабочей программы воспитания в общеобразовательных организациях». Мы очень рады, уважаемые коллеги, что к нам подключились все 20 муниципальных образований нашей республики. Конечно, мы понимаем, что данная задача, разработка программы воспитания, сегодня в центре внимания каждого руководителя образовательной организации и, конечно, управленческой команды. Но важно, что в рамках сегодняшнего семинара мы еще раз постараемся представить вам подходы к программе воспитания, а самое главное – понять, что в разработке программы воспитания участвует не только руководитель организации, а именно команда образовательной организации. Это и педагогический коллектив, и обучающиеся, и, конечно, родители. Уважаемые коллеги, сегодня наш семинар будет проходить с участием разработчиков программы воспитания, примерной программы воспитания. И мы очень рады, что сегодня с нами работает Инна Юрьевна Шустова, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник Института стратегии развития образования Российской академии образования. Именно в данном выступлении, уважаемые коллеги, будут обозначены приоритетные задачи и те решения, которые необходимо принять на уровне каждой образовательной организации. Второе выступление, оно будет посвящено уже особенностям внедрения примерной программы воспитания в деятельность общеобразовательных организаций. И к нам подключается Мария Игоревна Лишенко, в рамках внедрения, разработки примерной программы воспитания, внедрения программы воспитания, она являлась экспертом апробации и внедрения примерной программы воспитания. И Мария Игоревна с нами работает уже не первый раз, она курирует нашу республику. Ну а далее, коллеги, мы всегда выстраиваем семинары таким образом, что к нам подключаются представители республиканских методических объединений. С нами сегодня будет работать Ирина Викторовна Костремина, Вера Борисовна Дейтер, которые представят уже возможности реализации примерной программы воспитания в работе общеобразовательной организации. Это уже опыт организации, которая приступила к разработке, и нам очень важно, что в рамках профессионального диалога каждый из вас, уважаемые коллеги, может задавать вопросы. Конечно, мы понимаем, что перед нами стоит важная задача, и это уже не первый республиканский семинар, который посвящен данной теме. Сегодня в примерной программе воспитания предлагается очень компактная структура, но самое главное, что мы все осознаем, что сегодня мы функционируем в едином образовательном и воспитательном пространстве. И примерная программа воспитания для всех уровней общего образования, она именно способствует пониманию, что процесс воспитания личности – это целостный процесс, непрерывный и преемственный. Поэтому, конечно же, с одной стороны единая цель, а с другой стороны в программе воспитания, конечно же, отражаются особенности функционирования каждой образовательной организации. Именно об этом наши коллеги сегодня и будут говорить. Я напомню, что в рамках предыдущего семинара мы с вами рассмотрели все 4 раздела, которые включены в примерную программу воспитания, и все разделы, они были вам уже представлены. Ну, а сегодня, уважаемые коллеги, с нами работают разработчики примерной программы воспитания, федеральные эксперты, которые и расскажут, каким образом данный конструктор для создания рабочей программы воспитания станет для вас основанием для формирования именно вашей уникальной программы воспитания.
Поэтому, конечно, по мнению разработчиков примера программ воспитания, нельзя забывать, что программы – это не только инструмент воспитания ребенка, а это именно целостная система, которая позволяет нам перейти от мероприятий воспитания именно к единому процессу. Итак, уважаемые коллеги, мы очень рады, что Инна Юрьевна уже с нами сегодня на связи. Инна Юрьевна. Да, добрый день. Республиканский институт развития образования. У нас очень много подключений. Как я уже отметила, сегодня с нами работают команды общеобразовательных организаций, не только руководители, но и действительно те, кто сегодня входит в рабочие группы на уровне каждой организации. Инна Юрьевна, мы вам передаем слово. Мы очень надеемся, что ваше профессиональное мнение сегодня станет основанием для продуктивной работы на уровне каждой организации нашей республики. Большое спасибо, Галина Владимировна. Надеюсь, меня слышно? Очень хорошо, да, Инна Юрьевна, очень хорошо слышно. Поэтому мы вам передаем слово, и я обращаюсь к нашим коллегам. Коллеги, можно задавать вопросы. Мы видим данные вопросы в чате, мы можем их потом, после завершения выступления Инны Юрьевны, их озвучить. Если вопросы будут возникать уже после нашего семинара, коллеги, мы обязательно тоже на них ответим. Коллеги, мы начинаем, и далее уже модерацию будет наша Анастасия Николаевна проводить. Ну что, Инна Юрьевна, начинаем. Вам слово. Да. Спасибо. Большое спасибо, Галина Владимировна, за такой содержательный элемент вступления в семинар, потому что на самом деле очень важно то, как школы будут настроены на эту программу, как они будут работать. Без этого невозможно сдвинуть. Не зря Павел Валентинович Степанов говорит о том, что мотивация педагогов – это главный рычаг в написании программы воспитания. И я попрошу включить мою презентацию, чтобы я уже содержательно подошла к выступлению. Большое спасибо, что пригласили меня. Мне очень почетно выступать в таком серьезном регионе. Ваш регион работал с нами 2 года, 19 и 20 год, и проявил себя очень хорошо. То есть те программы, которые приходили из вашего региона, были такими хорошими, содержательными, значит, отношение к воспитанию серьезное. Это очень важно. Итак, всем нам предстоит перейти к рабочим программам. Да, мы написали примерную программу, мы старались, чтобы она была максимально доступной и понятной, чтобы она действительно была не той бумагой, которую нужно изучать, а тем инструментом, который позволит вам самостоятельно работать над своей рабочей программой. Дальше, пожалуйста. Так, да, я поняла, как переключать слайды. Спасибо. Значит, первый раздел – это то, о чем говорила Галина Владимировна. Очень важно каждой школе подчеркнуть специфику именно ее. В каком регионе она, в какой части региона, сельская школа, городская школа, гимназическая школа, или это малокомплектная школа, или это школа, где много детей-мигрантов. У каждой школы есть своя специфика. У каждой школы есть свои традиции. Есть педагоги, которые проработали в этой школе долгое время. И поэтому эту свою специфику очень важно отразить в первом разделе. Очень хорошо и важно, если над рабочей программой воспитания работает весь школьный коллектив. И когда вы приступаете к написанию этой рабочей программы, вы осознаете те основные педагогические идеи, те основные концепции воспитания, которые на вас являются наиболее значимыми. И в этом первом разделе вы тоже можете их указать.
что для нас, допустим, наиболее значимы идеи коллективного воспитания, поэтому мы будем об этом писать в нашей программе. Или для нас очень важна краеведческая работа, и в нашей школе уже долгое время существуют такие проектные работы, связанные с краеведением. То есть вот в этом разделе вы должны показать именно ту специфику, которая значима для вашей школы. Конечно, его нельзя, вообще нельзя программу превращать в бумагоморательство, писать ее на 50, на 100 страниц. Она должна быть очень компактной, но в то же время она должна быть очень содержательной. Там не должно быть ни одного пустого слова. То есть если вы пишете особенности организуемого в школе воспитательного процесса, значит, вы пишете про себя лично, про свою школу лично, про то, что для вашей школы является наиболее значимым и ценным. Ну, я думаю, что, конечно же, до вашего сведения доведено, что существует такой сайт. Это набираете ИСРО РАО, Институт стратегии и развития образования РАО, и там такой большой баннер, называется «Примерная программа воспитания». И там все материалы есть, и там есть серьезное методическое пособие, которое мы разработали, которое направлено на помощь вам в написании каждого раздела программы. В том числе и там более подробно сказано, о чем школа может написать вот в этом первом разделе «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». Ой, так, извините. Так, ну вот. Я научилась пользоваться на вашей платформе, сложно переходить на новый. Второй раздел программы, о котором вы, конечно, все знаете, это цель. Что мы хотим, на что нацелена данная программа, какова основная задача. Конечно же, если мы говорим о программе воспитания, то основная ее цель – это организовать такие условия, которые будут максимально способствовать развитию личности каждого воспитанника. Значит, цель программы – это создание условий для воспитания личности воспитанника. Цель формируется на основе базовых общечеловеческих ценностей. Ну, вы их видите: семья, труд, отечество, природа, мир, знание, культура, здоровье, человек. На самом деле вот эти ценности выделил Владимир Абрамович Караковский, который долгие годы руководил школой 825 в Москве. И именно он говорил, что вот эти ценности должны быть ключевыми, что мы не можем организовывать процесс воспитания на пустом месте. Мы обязательно должны удерживать ценностный пласт. И вообще воспитание – это всегда ценностно-смысловое взаимодействие с детьми. Это такое взаимодействие, которое помогает им осознавать общечеловеческие ценности, осознавать человека внутри себя. А человек – это тот, кто умеет понимать, чувствовать другого, кто знает о том, что он является наиболее ценным и важным в жизни. Поэтому вот цель – это формирование личности, а уже сама цель, конечно, основывается на общечеловеческих ценностях. Важно, что мы задаем вот эту цель, создание условий для развития личности ребенка, не как некую усредненную, а мы ориентируемся на позитивную динамику в развитии каждого ребенка, каждого ученика нашей школы. И не может быть некого единого стандарта, которому должны соответствовать все, а должна быть видна динамика каждого ребенка в его взрослении, в его развитии, в его формировании личностных качеств. Цель характеризуется в соответствии с возрастными особенностями. Я об этом чуть позже скажу. На основе цели формируются примерные задачи. Когда вы будете писать этот целевой блок, вы должны четко отразить в нем те модули, которые будут представлены в вашей программе. Убирайте, если вы копируете целевой компонент из нашей примерной программы, убирайте оттуда те задачи, которые отражают те модули, которых в вашей программе не будет. Потому что мы в этом целевом блоке постарались отразить все те модули, которые потом расписаны. Если у вас появляются новые модули,
значит, должны появиться новые задачи. Если какие-то модули вы убираете, значит, вы из задач убираете эти задачи. То есть смотрите, чтобы программа была очень целостной, чтобы все слова были соединены друг с другом, и целевой компонент четко отразился в тех модулях, которые будут далее представлены в программе. Вот я говорила, что целевые ориентиры соответствуют уровню, возрастным особенностям детей. Вот это разделение, что да, для младшего школьного возраста прежде всего важно усвоение социально значимых знаний и норм, правил жизни в обществе. Начальная школа прежде всего должна узнать, как живет человек в мире, на каких законах, нормах выстраивается его взаимоотношения с другими людьми, те культурные, моральные, нравственные законы человечества, которые должны для него приобрести некую такую окраску знаниевую. Подростковый возраст, возраст формирования самосознания выходит на уровень ценностного самоопределения. Да? Я должен осознавать, какие ценности для меня являются наиболее значимыми и важными. Формируются социально значимые отношения, то есть те знания, которые были сформированы в начальной школе, начинают выходить у меня на уровень осознанных ценностей. И юношеский возраст. Прежде всего, это опыт социально значимой деятельности. Не просто знать, не только ценить, но и уметь действовать, исходя из тех ценностей, которые для меня имеют особое значение. Это уже позиционирование, проявление значимых для меня ценностей в конкретной социально значимой деятельности. С нами часто спорят, и я тут согласна с коллегами, которые говорят, что это разделение условно, потому что наверняка и в начальной школе дети участвуют в социально значимой деятельности, и, конечно, уже в начальной школе должна формироваться их жизненная позиция как понимание наиболее значимых ценностей и смыслов для меня. Да, конечно, эти вот три категории знания, отношения и опыт деятельности, они неразрывно связаны. Конечно, одно ведет за собой второе и третье. И уровень их проявления вот как бы в своем наиболее выраженном масштабе приходится на тот или иной возраст. Просто мы должны понимать, на чем важнее всего сориентироваться в том или ином возрасте. Поэтому мы предлагаем вот такое разделение целей воспитания по возрастам, чтобы понимать, на что должно приоритетно быть направлено воспитание. Третий блок программы – это как раз ее содержание, да, виды, формы содержания деятельности. Вы наверняка уже все видели, что у нас в программе, в примерной программе, два блока. Инвариантные модули – это модули, которые должны быть обязательно в каждой школе, и вариативные модули, которые вы можете использовать или которые вы можете не использовать. Вы можете их переименовать. Если у вас развита все та же краеведческая деятельность, то вместо экскурсий и походов вы можете написать краеведческая деятельность или краеведение. Ну, то же самое и с другими. Очень многие говорят, что у нас детские общественные объединения связаны с самоуправлением, и мы не будем выделять такой модуль, потому что он как бы у нас включен в общешкольное самоуправление. Может быть и так. Тут важно понимание педагогическим коллективом, что в каждом модуле заложено, какой опыт деятельности в вашей школе присутствует, что у вас есть, и только это должно быть отправной точкой при написании модулей программы. Моя школа, в которой я работаю научным руководителем, 33-я гимназия города Ульяновск, она убрала модуль «Ключевые дела».
потому что они в своем опыте не используют такое слово. Но у них очень сильно развито такое направление, как традиции гимназии. И они вместо ключевых дел написали традиционные дела, да? Потому что для них это понятнее. Для них это слово четко сопряжено с теми традициями в гимназии, вокруг которых и выстраивается вся воспитательная работа. Каждый модуль – это не описание сценариев тех дел, которые вы проводите в школе, ни в коем случае. Это некая такая, квинтэссенция, некое содержательное наполнение. В чем воспитательный потенциал каждого модуля? В чем воспитательный потенциал традиционных дел в гимназии? Почему мы считаем, что это очень важно? Потому что они задают школьный уклад, потому что они формируют систему отношений между взрослыми и детьми, потому что они дают важный опыт деятельности, потому что они позволяют объединить взаимодействие детей во всех параллелях от начального звена до старшей школы. Да? То есть задача раскрыть воспитательный потенциал. Почему именно этот модуль важен для процесса воспитания? И вторая сторона – это оптимальные способы реализации. Что нужно учитывать при организации работы в данном модуле. И вот то, что дальше написано, для меня имеет огромное значение. Да? То, что воспитание – это не система мероприятий, это не отдельные дела, которые мы проводим в школе, а их системы. И ради чего мы их проводим? А мы их проводим для того, чтобы в школе возникала вот эта детско-взрослая общность взрослых и детей, которая является необходимым условием воспитания. Ну и я позволю себе несколько остановиться, потому что это сфера моего исследования, это тема моей докторской диссертации, понятие детско-взрослая общность. Потому что детско-взрослая общность, вот тут дано ее определение, но что важно, что если между взрослыми и детьми возникает общность, вот это чувство резонанса, значит, взрослый становится значим для детей, для школьников. И значит, те слова, которые говорит взрослый, те мысли, которые он им передает, те дела, которые он их включает, становятся значимыми для школьников. Если же между взрослым и ребенком такая общность не возникает или по каким-то причинам она рушится, может быть, чрезмерный авторитет взрослого, то воспитание невозможно. Дети его не услышат, дети не поймут, о чем он говорит. Поэтому ориентир воспитания должен быть как раз на формирование вот этих неформальных детско-взрослых общностей, ситуации открытости, доверия друг друга. Я поделюсь одной своей маленькой историей. Проводила классный час в первом классе про человеческое «я». Друзья человеческого «я», враги человеческого «я», трудности в реализации человеческого «я». Очень хороший получился разговор, и после этого разговора ко мне подходит девочка и говорит: а вы знаете, человеческое «я» – это как бы два «я». Есть яколка, который кричит «мне», «моё», «я первый», «я главный», а есть мыколка, который умеет дружить, который умеет понимать других людей, для которого важны другие люди, он хороший. Вот понимаете, вот детско-взрослая общность – это как раз та ситуация, когда в ребенке просыпается мыколка, когда для него общечеловеческие ценности и смыслы не привносятся, не навязываются взрослым извне, а как бы возникают как естественная ситуация проживания. Общечеловеческие ценности становятся для него значимым, потому что он попадает в такую ситуацию, где они проявляются, где они действительно высвечивают лучшие качества в нем самом, где создаются условия, где ему не страшно быть таким, как он есть. Да, это действительная планета личности, маленький круг людей, где каждому не страшно петь свою песню, быть самим собой. Поэтому я призываю вас вот видеть этот вот
феномен детско-взрослой общности в своей воспитательной деятельности. Да, она не всегда есть, это мерцательная характеристика, она возникает, появляется, держит нас, а потом исчезает, но она остается в субъективном мире, в субъективном переживании ребенка как значимый момент его жизни. Она задает очень хороший эталон человеческих отношений. Владимир Абрамович Караковский, который свою воспитательную работу в школе строил на системе сборов, он как раз говорил, что сбор – это и есть некое инобытие, в котором мы создаем такую повышенную дозу воспитания, да? Проживая этот сбор, ребенок попадает в совершенно уникальные, идеальные условия, которые помогают ему осваивать человеческие ценности и человеческий образ взаимодействия с другими людьми. Извините, увлеклась. Так, что важно? Очень важно, это вот как некое принятие управленческих решений для администрации школы, для тех, кто будет возглавлять и управлять процессом разработки рабочей программы воспитания. Очень важно – это мотивация педагогов на эту деятельность. Они понимают, зачем мы это делаем, что нам это дело дает, как меняет это процесс воспитания в школе. Они должны понимать, что главный ресурс – это время педагога. Поэтому нельзя педагога нагружать новыми бумажками, новыми делами, чтобы у него оставалось время на живое общение с детьми, на это непосредственное взаимодействие с ребятами. Главные принципы доверия – это управление, это доверие, эмоциональная поддержка. Поэтому управленец не должен навязывать, он должен понимать, а какие мысли, какие идеи рождаются в самом педколлективе. Его основная задача – удерживать те инициативы, которые идут снизу, и эмоционально поддерживать эту работу в своем коллективе. Ну и последнее, то, что воспитание носит вероятностный характер и говорит, что мы достигнем вот таких-то результатов за такой-то период времени, это достаточно сложно. Цели рабочей программы. Первая цель – это помочь педагогам увидеть потенциал их совместной деятельности с детьми. Программа воспитания носит деятельностный характер. Она вся основана на непосредственном взаимодействии с ребятами, со школьниками. И ее главное назначение как раз и находить пути организации этого взаимодействия со школьником. Она строится на тех непосредственных делах, которые в школе происходят. Причем важно, что эти дела не навязываются извне педагогами, администрацией, а они исходят из инициатив самих ребят, родителей, конкретных классных руководителей. То есть очень важно, чтобы как бы вот педагоги видели, что в их работе помогает им организовать эту совместную деятельность с детьми и ориентировались на процессы коллективного целеполагания и планирования. Когда дела организуются не через управленческие решения взрослого, а через совместное целеполагание и планирование с детьми, где дети понимают цель совместной деятельности, понимают, как лучше они могут ее реализовать, к каким результатам они должны прийти. То есть совместная деятельность предполагает, что каждый участвует в этой деятельности на всех этапах: целеполагания, планирования, реализация и анализ. И еще один тезис. Виктор Иванович Слободчиков, когда говорит о совместной деятельности, он говорит, что там должен быть принцип: без меня народ не полный. То есть каждый участник этой совместной деятельности должен осознавать свою позицию, свой вклад в эту деятельность. Да? Он должен понимать, что без меня она была бы другой. И в чем мой личный смысл участия в этой деятельности. Второе. То, что программа должна быть очень реалистичная, но в то же время учитывать и требования ФГОС.
и уникальность каждой конкретной школы. Она не должна отрываться от тех реалий, которые на нас спускает образовательный стандарт, и от тех реалий, в которых находится каждая конкретная школа. И третье. Цели рабочей программы – помочь педагогическому коллективу с помощью этой программы решать проблемы личностного развития школьников, их гармоничного вхождения в социальный мир, их гармоничного взросления, да, но в том числе профилактика противоправного поведения, асоциального поведения. Ну, вот это то, о чем я пыталась говорить в начале, это как бы вот то, к чему мы стремились, и что, на мой взгляд, нам удалось по той обратной связи, которую мы получаем от школ, от региона. Да, это программа «Конструктор». Поэтому каждая образовательная организация, работая с ней, может как кубики использовать конкретные блоки нашей примерной программы и вставлять в свою рабочую. Целевой компонент почти все школы берут практически без изменения, меняя задачи, несколько четче формулируя задачи под те модули, которые они выбирают. Второе. Одна школа, одна программа. Школа пишет только одну программу, не разделяя ее на 3. Для начальной школы, для среднего звена и для старшей школы. То есть школа пишет только одну программу. Когда мы ее писали, очень много было разговоров с министерством, которое требовало, если вы помните, раньше программу воспитания и социализации, мы писали 3 программы. Теперь мы пишем только одну программу на школу. Ну, потому что часто бывает сложно развести вот эти 3 уровня образования. Но план-сетка, план мероприятий, которые пишет школа, их должно быть 3 на каждый возрастной уровень образования. Вот. Единство цели воспитания, об этом я говорила. Деятельностный характер программы, об этом я тоже говорила, что программа в первую очередь ориентирована на совместную деятельность детей и взрослых, который создает условия для самоопределения и самореализации каждого школьника. И модульный принцип программы. Модульный принцип программы позволяет видеть отдельные ее блоки, как бы отдельные направления воспитания, которые есть в школе. Вы, наверное, увидели, для нас это было принципиально, уйти от тех направлений воспитания, которые были вот в примерной программе воспитания и социализации, да? Патриотическое, духовно-нравственное, трудовое и так далее. Почему мы от этого ушли? Потому что очень сложно в конкретном деле сказать, какое тут воспитание. Да, школа строит спортивную площадку. С одной стороны, они нарисовали проект оформления этой площадки и так далее. С другой стороны, они смотрят об экологичности тех инструментов, материалов. Света, не мешай мне, пожалуйста, выключи. С другой стороны, они смотрят об экологичности тех инструментов, которые они используют для того, чтобы эту площадку построить. Понимаете? То есть тут есть и экологическое воспитание, тут есть и художественное, да, но тут у нас будет и спортивное, потому что мы тут будем проводить спортивные соревнования. Поэтому хорошее дело, которое проводит школа, оно почти всегда включает в себя сразу несколько направлений воспитания. И поэтому модульный принцип, он и показывает те направления воспитания, которые существуют в школе, а уже внутри них мы видим, как эти разные направления пересекаются. Способ работы с примерной программой. Первый, да, у нас то же самое, мы берем и копируем себе в рабочую программу те модули, которые представляют разработчики. Второй, мы работаем по-другому. И тогда мы добавляем новые модули, описывая в них новые виды, формы и содержание деятельности по образцу, который заложен в примерной программе. И последний вариант, он такой более щадящий. Мы понимаем разность, и мы как бы копируя те модули, которые есть в примерной программе, отмечаем в них специфику именно нашей школы, именно той работы, которую мы организуем в нашей школе.
Как узнать о результатах своей работы? Но в примерной программе там как бы этот раздел отдельно, анализ воспитательной работы в школе, и там сделан акцент, что мы не можем измерять уровень нравственной воспитанности ребенка, уровень личностного развития конкретных детей, потому что эти сухие результаты, они как бы не показывают, что происходит на самом деле. Воспитание – это не та сфера, где могут быть количественные результаты. О воспитании мы не можем отчитываться количеством мероприятий, которые мы провели, или количеством участников этих мероприятий, потому что это результат не процесса воспитания, а неких формальных организационных моментов, которые мы осуществляем. Как же мы можем увидеть динамику личностного развития школьников? Мы считаем, что здесь очень важно использовать метод включенного педагогического наблюдения, когда педагог, классный руководитель видит, как меняются ребята, как в процессе взаимодействия с ними меняется их позиция, насколько активно они участвуют в делах, которые реализуются в классе, как часто они проявляют свою инициативу, как они взаимодействуют с другими ребятами, да? Выходим мы вот на те общечеловеческие ценности и смыслы, о которых мы говорили, или как бы они так и остались некими формальными заголовками и не вышли в ценности и смыслы детей моего класса. То есть анализ динамики личностного развития – это прежде всего наблюдение и фиксация самим педагогом тем изменений, которые он видит. Наличие в школе интересной, событийно насыщенной совместной деятельности. Вот в том пособии, которое сейчас находится на сайте, мы предлагаем анкету. Эта анкета разделена на все вот эти модули, которые представлены в примерной программе воспитания. И в этой анкете мы старались максимально... Там показано две стороны, есть и нет. То есть есть вот эта вот событийно насыщенная личностно развивающая деятельность детей и взрослых, или ее нет. И на шкале педагог может оценивать то, что происходит в школе, исходя из тех показателей, которые мы там закладываем. Это отдельный очень большой разговор. Единственное, вот чего мы добиваемся, чтобы школы очень внимательно отнеслись вот к этому блоку анализ воспитательной работы. И он должен быть основан на рефлексивной, коллективной рефлексивной деятельности педагогического коллектива, чтобы сам педагогический коллектив смог выделить те проблемы в воспитании, которые в школе сейчас присутствуют, те трудности, которые испытывают отдельные педагоги или вся школа в целом при вот реализации процесса воспитания. И если эти трудности они смогут определить, выделить для себя, тогда эти трудности нужно перевести в задачу деятельности. Нужно увидеть, как эти трудности, через что они смогут выйти на ту конкретную работу по их преодолению, про их реорганизации. Ну и последний слайд, что примерная программа воспитания – это как некий завет, а он реализуется в той конкретной плансетке, в том конкретном плане мероприятий, который каждая школа пишет для каждого уровня образования. Очень важно, чтобы эта плансетка была очень функциональной. У меня часто спрашивают, а будет ли пересекаться эта плансетка мероприятий с планом работы классного руководителя? Да, наверное, она должна найти отражение в планы работы классного руководителя. И даже некоторые модули могут войти в план работы классного руководителя. Например, такой, как традиционные дела, в котором участвуют все параллели и все классы. Или модуль волонтерская деятельность, когда класс берет на себя какие-то отдельные дела, которые он проводит в рамках этого модуля. То есть важно, чтобы все документы, все программы, которые существуют в школе, были согласованы между собой, находили отклик друг в друге, чтобы это не были разрозненные документы, не взаимосвязанные. Ну вот, вкратце я рассказала
то, о чем хотела, и готова ответить на ваши вопросы. Инна Юрьевна, очень рада сотрудничеству с вами. На самом деле, давно уже хотели с вами пообщаться. И вот такое живое общение, оно действительно привлекает наших педагогов и вдохновляет их на эту работу, которая вот вашим институтом организована, в частности, да, и вот эти традиции, о которых вы говорили, и про гимназию рассказывали, да, они к нам возвращаются, и мы к ним оперируем, да, то есть мы все-таки создаем вот эту вот общность взрослых и детей, и вы прилагаете для этого весь свой опыт и усилия, это очень приятно. И я очень рада, в частности, в том, что есть такая возможность с вами видеться, с вами общаться и слышать такие интересные и вдохновляющие идеи. Относительно вопросов, которые прозвучали. Вот смотрите, Инна Юрьевна, вопрос был задан следующий по модулям, да, то есть по модулю самоуправления, профориентации. Я так понимаю, что там Светлана задала вопрос немножко недопонимания, да, вот я так полагаю, что на уровне начального общего образования эти модули отсутствуют, так они звездочкой, собственно говоря, выделены и представлены, да, у нас вариантные, то есть обязательные, да, но начиная с основного общего образования, да, то есть с уровня. Да, все верно. Вот, поэтому, Светлана, я думаю, тут не стоит даже Инну Юрьевну спрашивать об этом, так как самоуправление и профориентация – это модули обязательные, и эксперты, которые говорят о том, что они должны присутствовать, естественно, обращают внимание всех педагогических сотрудников к этому, но на уровне начального общего образования. Да, есть школы начальные, и в них эти модули не обязательно, потому что, конечно, в начальной школе профориентация, хотя сейчас профориентацию даже в детских садах проводят. Да, вот и согласна с вами, Инна Юрьевна, что, в принципе, элементы классные часы, да, они, конечно же, используются и в начальной школе, да, которые подводят детей и к реализации модуля самоуправления, да, и направляют их в профессиональное какое-то, да, будущее. Но эти мероприятия, события, да, которые организуются в лучшем случае, будет здорово, если так, они все-таки могут уложиться в блок, например, модуль, да, классное руководство, положим. Да, конечно, конечно. Вот. Ну, в целом, я думаю, вопросов больше не поступало. Если, уважаемые коллеги, вопросы рождаются. Я знаю, что сейчас многие смотрят у нас в общеобразовательных школах в качестве вот такого педагогического совета, да, какого-то методического объединения среди своих педагогов. Если вопросы вдруг появятся и будет обсуждение после прохождения нашего семинара, мы с удовольствием обратимся к Инне Юрьевне, и она нам адресует ответы, которые мы приадресуем, конечно же, вам. И вот еще один вопрос, Инна Юрьевна, от Татьяны. В основной образовательной программе по уровням образования должна содержаться программа воспитания. Если она одна на всю школу, то в какую образовательную программу ее включать? Изменения в каждый стандарт начнут в декабре 2020 года. Но вот эти вопросы часто к нам попадают, да. И на нашем сайте, о котором я говорила, есть развернутые ответы вот и на первый, и на второй вопрос, потому что как бы, ну, вы все знаете, что ФГОС сейчас меняется и придет другой ФГОС, и там уже должно быть написано, что каждая школа пишет только одну программу, рабочую программу воспитания, которая включает в себя все 3 уровня образования. Да, то есть целеполагание будет отличаться по уровню образования, и на это внимание наше уже обратила Инна Юрьевна, да, когда говорила о возрастах и о тех целях, которые, да, у нас каждому возрасту, так скажем, ближе для достижения, да, воспитательного именно потенциала и реализации его. Вот. А в основном наполняемость модулей, да, она уже идет вот именно на всю программу в единых требованиях. Единственное, что вот модули самоуправления и модуль профориентации, они добавляются, получается, с основного общего образования. Именно с этого да, верно. Спасибо огромное, Инна Юрьевна. Всего доброго, до свидания. Спасибо большое, до свидания, всего доброго. Да, снимите мою презентацию, пожалуйста, а то у меня не получается. Хорошо, спасибо. Уважаемые коллеги, а сейчас хотелось бы представить слово тоже нашему замечательному партнеру, да,
специалисту, да, эксперту именно по внедрению примерной программы воспитания, которая курирует Республику Коми, да, и к которому мы часто обращаемся и с вопросами, и за поддержкой. Это Мария Игоревна Лишенко. Мария Игоревна – это ассистент кафедры педагогики и психологии Соликамского государственного педагогического института, эксперт апробации внедрения примерной программы воспитания. Здравствуйте, Мария Игоревна, очень рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, меня хорошо слышно? Да, замечательно слышно и видно. Очень, да, приятно. Спасибо большое, что вновь мы с вами здесь встречаемся на этой площадке. Я постараюсь тоже также немножечко сжаться в своем выступлении, да, чтобы уложиться во времени. Ну и, пожалуй, сразу тогда перейду к своему выступлению. Да, в сегодняшнем своем выступлении где-то что-то будет, конечно, у меня и повторяться в плане того, что я уже говорила на прошлом выступлении 4 месяца назад, получается, мы встречались. Ну и где-то что-то, может быть, скажу новенькое, да, чего вы еще не слышали, может быть, над чем-то нужно будет задуматься, пересмотреть в своей работе. И, как нам всем известно, да, скоро уже приближается эта дата, 1 сентября 2021 год, когда все образовательные программы должны быть приведены в соответствие с законом, и должна быть разработана, ну или во всяком случае обновлена примерно рабочая программа воспитания. И, в общем-то, все школы так или иначе уже включились в эту деятельность активно, особенно со второй половины, получается, учебного года, и с начала этого 2021 года, и начали проходить очень активно семинары, круглые столы, и вот буквально с одного мероприятия на другое приходится перескакивать для того, чтобы везде успеть. И если обратиться к общему плану разработки и внедрения программы воспитания, то сейчас мы на данный момент должны потихонечку передвигаться уже, да, от разработки, то есть от создания творческого коллектива, который вместе осмысливает то, каким образом все-таки реализуется у нас воспитание в образовательной организации, то, о чем говорила Инна Юрьевна, и уже потихонечку переходить на то, чтобы пробовать работать, может быть, хотя бы в отдельных модулях, смотреть, анализировать, как будет выстраиваться работа в образовательной организации вот на основе какого-то вот этого момента переосмысления вашей совместной деятельности, всего педагогического коллектива, отдельных педагогов со своими, например, классных руководителей со своим классом, педагогов-предметников в рамках своего урока, да, то есть есть возможность задуматься, каким образом у меня реализуется воспитательный этот компонент на моих уроках, даже если это учитель математики и так далее. Ну и уже ближе к окончанию учебного года нужно потихонечку анализировать, смотреть, каким образом и с чем мы будем подходить к 1 сентября, да, для того, чтобы он для нас был интересным, приятным, и уже с особым вдохновением мы подходили к тому, чтобы работать, начинать учебный год. Ну и по поводу порядка внедрения, здесь вот как раз-таки Инна Юрьевна делала акцент для тех, кто только начинает, да, вот этот процесс разработки, расставили акценты, на что обратить внимание. Когда же вы будете выходить на этап внедрения, то здесь вот тоже несколько таких этапов, о которых я сейчас еще расскажу. Когда уже коллектив, да, творческий сформировался в школе, и который будет разработал или уже начал процесс переосмысления и анализа воспитательной деятельности в школе, уже создался такой, может быть, черновой вариант документа, то в этот момент необходимо уже выходить на весь педагогический коллектив. Идеально, если, конечно, весь педагогический коллектив принимает участие в разработке и написании программы воспитания. Но ясно, и есть, конечно, прецеденты о том, что может даже писать программу воспитания один человек, да, кому-то это доверили, это право.
Могут писать несколько человек из педагогического коллектива, но, конечно же, желательно, чтобы и администрация школы, и сами педагоги включались в эту деятельность. И рабочая программа воспитания, она тогда становится рабочей, когда каждый член коллектива найдет в этой программе свои смыслы, каждый соотнесет, каким образом мои способы, ценности воспитательной деятельности могут найти отражение в этой программе воспитания. Ну а если, конечно же, педагоги опять останутся на обочине, ну, так сказать, не будут включены в эту деятельность, то, как у меня иногда коллеги говорят о том, что кто написал программу, тот и пусть ее реализует, тот и галит, да. Поэтому желательно, чтобы такого подхода не было. Не оставайтесь, пожалуйста, в стороне и максимально включайтесь. После того, как коллектив все-таки попробует переосмыслить, да, свою воспитательную деятельность в образовательной организации, наступает этап, когда коллектив делится на, можно сказать, творческие группы по отдельным модулям. Всегда есть какие-то педагоги в школе, да, у которых есть достаточно большой опыт деятельности в каком-то из направлений. Например, кто-то очень хорошо осуществляет, как раз-таки, да, сопровождает краеведческую деятельность, кто-то очень хорошо себя проявил как воспитатель в рамках урочной деятельности, то есть человек знает, как преподать вот этот воспитательный компонент через содержание своего предмета, урока, и может подсказать другим педагогам, как это можно сделать. Может быть, в вашем коллективе есть педагоги, которые очень хорошо могут сопровождать и курировать самоуправление детское, да, то есть осуществлять педагогически целесообразное, ну, такое вот помощь детям для того, чтобы научить, да, их, как можно стать инициаторами изменений в школе именно детям. Кто-то очень хорошо умеет сопровождать деятельность детских общественных объединений. То есть, получается, вот этих людей можно назначить в качестве кураторов, которые будут курировать и вместе с коллективом других педагогов, в общем-то, отрабатывать этот модуль, в том числе планировать деятельность в рамках этого модуля, могут в дальнейшем как раз-таки реализовывать какие-то мероприятия совместно с детьми, как на индивидуальном уровне, внутри класса, на уровне школы и за пределами школы, да, то есть если вы смотрели программу воспитания, то есть там тоже есть некоторые уровни распределения того, на каком из них можно реализовывать, да, вот эту совместную деятельность. И вот этот человек-куратор, он будет вместе с другими людьми курировать, развивать этот модуль, смотреть, каким образом можно его реализовать в школе и в дальнейшем анализировать, может быть, корректировать, каким образом, да, сделать его лучше. Ну и после того, как вот это вот пройдет этап проб, ошибок, анализа и так далее, да, мы потихонечку выходим на то, чтобы окончательно сформировать вот тот документ, ту программу в том варианте, в котором она есть. Программа, конечно, она может быть... Основные ценности, вот эта основная часть, о которой Инна Юрьевна говорила, она разрабатывается, естественно, на длительный период времени, потому что в ней как раз-таки вы основную цель вашей воспитательной деятельности закладываете, а именно, да, создание условий для развития личности воспитанников. И поэтому... В данном случае, да, она, естественно, на длительное время разрабатывается, это не на год, не на 2 и не на 3. Единственное, да, могут вноситься коррективы, допустим, если вы видите, что в вашей школе есть потенциал какого-то направления, то вы можете потом через год, да, в 2022 году добавить еще какой-то модуль, который будете развивать, потому что есть для этого потенциал. И, то есть, получается, корректировать, это не такая уж и жесткая, ну, как сказать, структура. Ну, и еще более гибкая часть программы – это то, да, где будут конкретизированы
конкретизироваться та совместная деятельность педагогов, педагогического коллектива и детей, и вот каким образом, через какие совместные дела и мероприятия будет достигаться цель и поставленные задачи отдельно по модулям. И потом в конце получается разработки и уже, может быть, некоторые апробации и анализа внедрения отдельных модулей, и вы уже выходите 1 сентября готовые, да, и со скорректированными программами. Ну и, конечно же, вот здесь, да, такие вот этапы внедрения программы еще, о которых только что я говорила. Ну и если вы понимаете, одним из важных моментов, в данном случае я сейчас оперировала такими понятиями, как анализ, да, планирование, коррекция и разработка. И очень важным этапом, и, наверное, ни для кого не секрет, да, именно тот, который определяет успешность достижения цели, это этап планирования. Это один из самых основных и базовых навыков и в педагогической деятельности, ну и в целом, даже, можно сказать, в любой деятельности очень важно планирование. И все понимают, если у нас нет плана четкого, по которому мы будем следовать, значит, будет, ну, в общем-то, беспорядок и бессистемность, да. И сегодня по запросам я чуть-чуть более подробно остановлюсь на календарном плане. Возможно, какие-то элементы вам уже известны, и я более чем уверена, что здесь присутствующих намного серьезный, может быть, весомый и больший опыт разработки календарных планов воспитания, чем у меня, но все-таки также я имею опыт, и хотелось бы немножечко, в общем-то, об этом поговорить. Я думаю, что не нужно даже подробно рассказывать, почему это так важно, да, наше планирование воспитательной деятельности. И вот здесь вот есть высказывание, да, в лабиринте известных фактов легко потеряться без плана. И если у нас с вами здесь вот два варианта таких графических выстраиваний любой даже деятельности, в том числе и воспитательной, если это хаотично, когда у нас, да, непонятно, что происходит, и вроде бы как бы и есть план, но приходится, может быть, отступать от него и реагировать на какие-то внешние, ну, скажем так, директивы, указы о том, что нужно срочно еще вот это сделать в рамках воспитательной деятельности, отправить детей туда, на этот конкурс срочно, оставив какое-то, да, может быть, дело запланированное без внимания. Вот если мы с вами будем таким образом, конечно, постоянно реагировать, то у нас вот первый вариант получится достижение цели. Если мы четко поставим план, четко, да, его разработаем и сделаем его рабочим, понятным для всех членов коллектива, гибким, то тогда у нас может получиться вполне прекрасная и симпатичная структура, которая позволит нам, может быть, избежав какого-то хаоса, сильного стресса, да, достичь, ну или хотя бы приблизиться к той идеальной цели, которая ставится у нас в программе воспитания. Ну и, конечно же, очень часто задаются вопросы по поводу того, как должна выглядеть сейчас новый календарный план, как он должен именно из каких элементов состоять, как его структурировать, а что в этот календарный план включить, нужно ли убирать тогда те мероприятия, которые вроде бы стандартно у нас реализовывались, или куда, да, в общем-то, обычно куда вписывать, в какой модуль, подскажите нам, пожалуйста. Вот сегодня сейчас попробуем немножечко, может быть, приблизиться и в этом вопросе разобраться. Если, опять-таки, правильно Инна Юрьевна говорила, если мы обратимся к сайту разработчиков, там есть методические рекомендации, я настоятельно рекомендую все-таки пользуйтесь, они во многом снимают очень много вопросов и того же самого стресса или, может быть, даже в том числе и демотивации к воспитательной деятельности со стороны педагогов. И вот как раз-таки там есть рекомендованный шаблон, может быть, образец, как может выглядеть календарный план, да, работы школы
на 1 год. Календарный план, он, в данном случае, если по традиционной классификации, перспективный план на год, он разрабатывается на 1 год. И причем этот календарный план, естественно, мы понимаем, что это не жесткая структура, он может в течение года меняться, что-то может вдруг произойти, да, могут измениться организационные условия, ресурсные условия, может быть, ушел, может быть, я не знаю, педагог, который отвечал за весомую часть этого плана, и, значит, там будут вноситься какие-то коррективы, либо меняться ответственные, может быть, сроки, и так далее. То есть это нормальная практика, когда у нас календарный план претерпевает какие-то изменения. Ну вот в данном случае план воспитательной работы предлагают выстраивать именно по тем модулям, которые вы включили в свою программу воспитания. Часто задают вопрос, а можно ли оставить свой, может быть, прежний формат оформления плана воспитательной работы? В принципе, можно, но единственное, нужно, чтобы было понятно, к чему относятся конкретные дела, да, которые вы включаете в свой план воспитательной работы, чтобы это действительно был целостный, единый, правильный документ, чтобы можно было любому человеку открыть и понимать, что куда относится и как, через что это реализуется, на решение каких задач направлены мероприятия конкретного модуля. И есть школы, которые немножечко модифицируют, то есть оставляют свою прежнюю наполнение и, в общем-то, там добавляют, где-то кто-то с краешку пишет, к какому модулю это относится. Но вот, в принципе, я смотрю на этот план воспитательной работы, и я думаю, что его можно использовать, он достаточно простой, а простота, в общем-то, да, это очень хорошо. В данном случае очень прозрачно и все и понятно будет в вашей воспитательной деятельности. Каждый человек откроет и может уже понимать, как работать. В данном случае, естественно, вот этот календарный план, у вас будет их 3. Если, да, это школа, как и говорили, на каждый уровень образования, на начальное, получается, общее, и для старшей школы тоже это идет другой, 3-й план. Поэтому, естественно, здесь в данном случае какие-то вещи у вас будут одинаковые, например, для среднего и старшего звена, возможно, если этот блок ключевые общешкольные дела, ну или как там традиции, да, традиционные дела, то он, естественно, может быть одинаковым и для начальной, и для среднего звена, и для старшего звена. А какие-то, например, курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование, оно, естественно, будет отличаться, сюда и вы вписываете, да, если у вас, например, самоуправление. Если это начальная школа, естественно, это не обязательно, да, включение, как уже сказали. То есть каким образом, через какие мероприятия конкретные он у нас будет реализовываться. Поэтому вы в плане отражаете только ту деятельность, которая действительно у вас в школе проводится, да, то есть, можно, конечно, что-то спланировать для того, чтобы улучшить воспитательную деятельность. И самое главное, нужно понимать, что план, так же, как и сама программа воспитания, не может быть разработан без предварительного анализа той воспитательной ситуации, которая сложилась в школе, без анализа интереса и потребностей всех субъектов воспитания, которые участвуют в этой деятельности. И, например, мы еще вот к этим имеющимся внутренним, да, пунктикам, например, вы вводите название дела, классы, на которые эти дела распространяются, примерные, получается, временные ориентиры, сроки, когда это реализуется, или, например, если это у вас повторяющееся мероприятие, то вы пишете ежемесячно, там, да, еженедельно, 1 раз там, в год или там 2 раза в учебный год и так далее. То есть вы это все, я думаю, что понимаете, знаете и так это практикуете. Пишутся ответственные, кто отвечает, с кого потом, если что, спрашивать. Но еще вот мы лично добавляем еще пункт привлекаемые социальные партнеры, то есть с кем мы можем сотрудничать в рамках вот данного направления.
и вообще вот этого дела, мероприятий и так далее. Это тоже иногда удобно, особенно когда в коллективе меняются люди, и чтобы он сразу видел, так, кому можно еще обратиться для того, чтобы успешно, более ярче, интереснее реализовать то или иное воспитательное дело. По поводу вопросов, а нужно ли включать, допустим, в вот этот общий календарный план модуль «Классное руководство», то там как раз-таки разработчики предлагают сделать такую ссылочку, что можно обратиться к индивидуальным планам классных руководителей. То есть в этот общий план не обязательно вписывать так же, как и воспитательную деятельность в рамках уроков, да, то есть вот этот как раз-таки блок тоже сюда можно не включать. То есть это вот такие здесь в том числе инвариантные и вариативные модули, которые у вас реализуются конкретно в школе. Ну и еще, конечно же, хотелось бы немножечко расставить акценты по поводу того, так или иначе вы будете, да, сейчас приступать к переработке, возможно, коррекции ваших планов воспитательной работы, и поэтому хотелось немножечко обратить внимание на те принципы, на которые следует ориентироваться, и, ну, в общем-то, они помогут вам избежать некоторых ошибок, может быть, недостатков, или, может быть, вы о чем-то задумаетесь, а насколько у вас это все есть и соответствует, да, вашей действительности именно в образовательной организации. Ну, конечно же, естественно, план воспитательной работы должен обладать характеристикой целенаправленности. И в данном случае здесь целенаправленность и конкретность – это два принципа, которые стоят рядом. Это значит, что те мероприятия, дела, которые вы включаете в план воспитательной работы, они должны работать на главную цель. Они должны каким-то образом, так или иначе, решать поставленные задачи вот в этой, да, части, именно которую вы уже прописали в программе, в соответствии с модулями. И когда вы вписываете какое-то мероприятие, вы, в общем-то, очень хорошо подумайте, а каким образом, как решит, вот, или насколько приблизит нас это мероприятие, да, к решению наших задач, к достижению цели. И поэтому, если там что-то у вас в плане появляется, ну, не совсем понятное, то тогда возникают вопросы, а зачем вы включили, да? Ну и, конечно же, рекомендовано, чем меньше конкурсов всяких разных, да, у вас будет в программе, тем, конечно, лучше. Ну и дальше далее принципы непрерывности и преемственности, да, то есть получается, чтобы у вас это все было систематично. Но оптимистичность – это значит, что вы должны, как педагоги, выбирать наиболее лучший вариант для создания условий, да, к воспитательной деятельности, и поэтому лучшие варианты для развития личности, которые будут у вас в мероприятиях, вот их нужно выбирать. Ну, в данном случае научность, конечно, этот принцип, я думаю, что он в полной мере на данный момент будет соблюдаться, потому что вы основываетесь именно на программе, которую разработали люди, да, понимающие суть воспитательной деятельности. Единственное, что вам еще самим нужно, чтобы это понимание стало частью вашего понимания. И, в общем-то, этому следовать. Реалистичность предполагает то, что вы учитываете действительно то, что на самом деле у вас есть. Это первое. Второе, вы учитываете особенности контингента обучающихся, особенности, да, среды воспитательной, которая у вас сформирована, ресурсные возможности. Вот, поэтому не нужно вписывать в план то, на что у вас ресурсов, возможностей не хватит, или ну, просто дети к этому не готовы. Да? Разнообразие содержания форм и методов – это, естественно, как раз-таки за счет разнообразия модулей, оно, в принципе, эта проблема решается, и принцип этот уже само собой разумеющийся. Диалогичность – это учет интересов всех субъектов, которые включены в воспитательную деятельность. Да, мы уже об этом говорили. Ну и, конечно же, связь работы на уровне класса
уровне школы и внешкольной работы. То есть она так или иначе должна тоже прослеживаться в вашем плане. Ну и гибкость, я о ней уже говорила не раз, это то есть то, что у вас должен быть такой план, который, в принципе, легко перестроить, где-то что-то сдвинуть, изменить, подправить, чтобы это не было в итоге, что у вас вся воспитательная деятельность потом развалится, если вы что-то уберете. Это вот как раз-таки за счет того, что программа конструктор, и за счет того, что вы можете что-то убирать, добавлять и так далее, да, оно как раз-таки вам поможет сделать ваш план, и в том числе программу, достаточно гибкой. Какие могут и чаще всего могут наблюдаться проблемы и недостатки? Вот, то есть это вы сразу можете себе сделать заметочку, когда будете переосмысливать свой план воспитательной работы, соотнося ее с программой, которую вы написали, соответствует ли содержание рабочей программы, да, и план. То есть бывает, что таким образом вроде бы программа очень хорошо написана, а в плане, в общем-то, никак не отражается то, что написано в программе. И не совсем иногда понятно, что с чем соотносится. Или, допустим, как Инна Юрьевна говорила, допустим, просто по невнимательности, да, может быть, не убрали какие-то задачи, модулей, которых у вас нету. И вроде бы начинаешь искать и никак не можешь найти и понять, да, что к чему относится. Поэтому старайтесь смотреть вот прям по задачам, ориентироваться по задачам и к этим задачам просматривать, какие совместные дела и мероприятия будут у вас, в общем-то, работать на эту задачу, решение этой задачи и основную цель. Ну и, конечно же, очень часто пропускают такой этап, как анализ воспитательной работы за предшествующий период. Бывает так, что, в общем-то, да, привыкли, ну, в принципе, план нормальный, оставим, а вот анализ за то, что, может быть, для детей уже какие-то мероприятия, совместные дела не актуальны. Может быть, у вас уже, в общем-то, развалился какой-то волонтерский отряд, и он уже не работает, но в плане до сих пор там остается какая-то, да, их деятельность. Поэтому нужно обязательно анализировать и, в общем-то, использовать актуальную информацию и думать, каким образом, при помощи каких совместных дел можно исправить эту ситуацию. Еще одна проблема, которая может возникнуть, и нужно ее учитывать, это директивность составления плана воспитательной работы или отсутствие координации с другими субъектами воспитательной деятельности. Получается, что бывает такое, что сверху спустили, педагогам, допустим, разработан план воспитательной работы, дали классным руководителям, классные руководители, вот то, что нужно, вот это включайте себе в работу. А правильно говорили, что инициатива должна идти снизу, то есть, получается, все-таки надо учитывать интересы и особенности детей. А кто знает вот эти особенности, это, естественно, классные руководители, потому что они, в общем-то, работают с детьми, они знают их особенности, то, каким образом, да, развивается их коллектив и так далее, и что для них сейчас будет более нужным и актуальным. Поэтому, естественно, лучше, чтобы командная работа, чтобы это было совместное творчество, и поэтому чем больше вы включитесь и включите большее количество коллег в эту работу, тем лучше. Ну и, конечно же, нужно учитывать мнение и детей, нужно спрашивать, чего все-таки хотят дети, ну, естественно, и педагогически целесообразно включать то, что, да, может быть, их интересует на данный момент, для того, чтобы у них была возможность для самореализации. Также, конечно же, предложение родительского сообщества, предложение ваших социальных партнеров или, да, тех, с кем вы в сетевом взаимодействии выстраиваете работу. Поэтому очень может быть очень интересный и насыщенный календарный план, поэтому я советую все-таки, да, для того, чтобы все участвовали в разработке плана. Ну и, конечно же, очень часто встречающаяся проблема – это формальный подход к разработке как самой программы, так и в том числе и плана. Да, то есть я там что-нибудь напишу, отправлю, чтобы уже как бы от меня немножечко отстали, да, чтобы я уже мог спокойно пожить. Но на самом деле, конечно же, если мы не включены и, в
в общем-то, создаем это для отписки, то это сразу, конечно же, видно. И выскакивают как раз-таки все те проблемы, о которых я сказала выше. Поэтому, да, вот чтобы у нас не получился вот тот самый хаотичный план, который я ранее схемку показывала, поэтому лучше все-таки включиться содержательно и, в общем-то, всей душой и мыслями проработать этот план. Ну, а некоторые, наоборот, бывает, что перестараются, и план, он настолько грандиозный, громоздкий, там настолько огромное количество мероприятий, и иногда думаешь, господи, а как же они это все за один учебный год реализуют? Вот, поэтому, опять-таки, возвращаемся к принципу реалистичности. Старайтесь учитывать особенности, ну и, конечно же, понимать, что педагоги у нас, как бы, получается, что основные связующие, те, кто будет совместно с детьми реализовывать, нужно иногда щадить и педагогов, и родителей, и детей в том числе, и не надо их очень сильно перегружать, чтобы они у нас жили в школе, да, потому что они и без того тоже перегружены. Я сейчас, кроме, так сказать, высшего образовательного учреждения, работаю еще с маленькими детьми. Получается, ко мне ребята приходят 1-2 класс, и, в общем-то, они мне очень сильно жалуются, что у них настолько загруженный график, что еще они ко мне, бедные, приходят на выходных, и у них, собственно, даже времени подумать и оценить, что произошло за сегодняшний день, нету. А нету возможности и времени просто пообщаться и поговорить с родителями, с одноклассниками. То есть, да, у них очень сильный, плотный график, поэтому тоже не допускайте перегруженности плана для того, чтобы, да, оставлять вот эту возможность именно для тоже личного пространства, и чтобы у детей было время на какое-то переосмысление, ну или хотя бы тогда это должно быть как-то организовано совместно с педагогом, чтобы дети могли как раз-таки к пониманию, получению социально значимых знаний, да, выработать какое-то отношение, присвоить то, что произошло, и какую роль ребенок в этом деле совместной деятельности сыграл. То есть, да, здесь вот самое главное тоже не перегружать. Еще очень часто мне задают вопрос, а каким образом в план и в том числе в программу вписать деятельность РДШ. Очень частый вопрос, и когда я готовилась к нашей сегодняшней встрече, я нашла, то есть, ну вот получается, приятно было, просто обрадовалась, когда увидела, что корпоративные институты РДШ разработали, получается, проект примерной программы воспитания, где вот прям отображено и вписана деятельность вот прям именно РДШ. То есть как вы можете вписать деятельность РДШ в свою программу и в том числе в план воспитательной работы школы. Тут вот, например, да, здесь на слайде у меня показан план ключевые общешкольные дела. И вот как раз-таки РДШ здесь включили все мероприятия, которые у них реализуются в День единых действий, как в форме Дня единых действий. То есть, получается, вы не поленитесь, просто зайдите на сайт корпоративного института РДШ, и там этот план есть. Он вам, я думаю, что во многом поможет. Не обязательно это все копировать, просто посмотреть и понять, по какому принципу и как можно интегрировать это в свою деятельность, да, в свой план работы на предстоящий учебный год. Ну вот, например, тоже также пример из того же плана, это школьные медиа, например, как это можно вписать. Здесь вот как раз-таки ведущие проекты в этом направлении у РДШ, и как раз-таки, да, ну единственное, тут ответственные, это уже будут у вас на уровне школы. На какие классы ориентировано, какие этапы, в какой период реализуются, это тоже можно все там подсмотреть. Ну вот, например, это тоже пример модуля в плане воспитательной работы, но это уже пример школы. Не скажу, что прям идеальный образец, но в том числе можно на него посмотреть. Это у нас получается, на среднее звено ориентирован план воспитательной работы. И вот здесь вот как раз тоже сроки
указаны, какие общие дела у волонтерского объединения, которое работает, получается, на уровне всей школы, и поэтому у них выделен отдельный модуль волонтерства, и вот каким образом, через какие мероприятия, в какие месяцы он реализуется. Поэтому здесь вот тоже можно это все принять на вооружение и, в общем-то, спокойно приступать к своему разработке своего плана воспитательной работы. Ну и, в общем-то, в заключение хочу сказать, если у вас будет как раз-таки такой план, в разработку которого включились все педагоги, ну или максимальное количество педагогов, если у вас будет план, который учитывает реальную деятельность, ну и, конечно же, какие-то, возможно, перспективные направления, в которых вот есть действительно потенциал, просто нужно, да, включиться в эту деятельность, поэтому, пожалуйста, вот постарайтесь максимально это отобразить, и для того, чтобы оно у вас не расходилось с программой. Ну и, конечно же, в будущем вас спросят, как же вам в вашей школе удалось создать условия для ценностно насыщенной совместной деятельности педагогов, воспитанников, родителей, социальных партнеров. Вы скажете, у нас был план, и мы его придерживались. Вот, собственно, на этой, наверное, позитивной ноте, с надеждой на то, что у вас все получится, я закончу свое выступление. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я готова попробовать ответить. Ну и, конечно же, напоминаю, что вот у нас как раз-таки это ссылка на страницу сайта примерной программы воспитания, что там есть, что вы можете найти. Пожалуйста, переходите. Очень много вопросов и сомнений уходит после ознакомления с информацией на этом сайте. Спасибо большое. Спасибо огромное, Мария Игоревна. На самом деле замечательное пособие представлено на сайте апробации примерной программы воспитания, и мы коллег обращаем и всегда, так скажем, предлагаем им к рассмотрению эти методические разработки. Вот. А вопросы у нас, Мария Игоревна, следующие от наших слушателей. В плане сетки мы должны отразить направления, которые заданы в модулях. То есть вот направление, или достаточно озвучить модуля. Как вот вы ответили бы на этот вопрос? В принципе, это остается на усмотрение коллектива. То есть как вам удобнее работать. Если вам удобно разделить, чтобы у вас в плане были мероприятия отражены сначала на то есть на уровне класса. Но на уровне класса, я думаю, что это, наверное, так или иначе будет отражаться в работе, в плане воспитательной работы классного руководителя. На уровне школы и внешкольном уровне, в принципе, вы можете разделить это на ваше усмотрение, как вам удобнее. Самое главное, чтобы план был рабочим и удобным для вас. Вот, поэтому тут, то есть как вам удобнее. Да, то есть есть, на мой взгляд, тоже модули, например, классное руководство, где мы можем подразделять направление, например, индивидуальное сопровождение, да, предположим, там, да, работа с родителями в каком-то формате, например, если это клуб, да, и так далее. Ну, то есть, или, например, курсы внеурочной деятельности, да, понятно, что здесь тоже направление каким-то образом обозначено, и уже потом перечисляются сами курсы, которые реализуются в общеобразовательной организации. Спасибо за ответ. Еще один вопрос, Мария Игоревна. Вот Елена спрашивает. Мы каждый год организуем планы по всем направлениям. Терроризм, СБУШ, профилактика, кибербуллинг, ПДД и так далее. Теперь это отодвинуть и включить все в план-сетку? Ну, вот такой вопрос. Обычно, да, придерживаемся именно той позиции, что это так или иначе можно рассредоточить на модули, поэтому здесь вот, да, также на уровне и классного руководства оно так или иначе реализуется, и на уровне в других модулях. То есть здесь вот именно, опять-таки, это тоже отображает идею дискретности воспитательной деятельности, ведь профилактика терроризма, она ведь в самой воспитательной деятельности, если дети заняты позитивной, да, в общем-то, деятельностью какой-то, любой, неважно, в спорте, в художественном творчестве и так далее, то, естественно, им не захочется там идти что-то другое, нехорошее делать. Поэтому здесь вот нужно, может быть, постараться как-то их вот включить именно в те модули, которые имеются в школе. А некоторые школы пошли по пути, что они прям
захотели отдельным модулем сделать именно профилактическую деятельность, Да, профилактика, и вот можно туда это все, в общем-то, включить. да, абсолютно верно, уже задавались эти вопросы, и Мария Игоревна тоже отвечала на вопрос. То есть если есть такая необходимость сделать отдельный модуль профилактика, да, то и включить в нее прямо направления, да, вот эти вот по профилактической работе, которые осуществляются в вашей общеобразовательной организации, то тут разработчики программы предлагают более удобные условия для всех организаций, да, образовательных, потому что свой вариативный, так скажем, модуль можно всегда включить. Спасибо огромное, Мария Игоревна, за подключение, за вопросы. Мы также держим руку на пульсе и адресуем вам те запросы, которые приходят к нам от наших педагогов. Спасибо, всего доброго, хорошего весеннего настроения, да, и вдохновения. Всего доброго. До свидания. Спасибо, замечательно. Продолжается наш семинар, уважаемые коллеги, и сейчас мы представим вам выступление двух наших тоже сотрудников, да, активных участников наших республиканских семинаров. Это Костромина Ирина Викторовна, заместитель директора по учебной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия номер 1 города Сыктывкара, и Дейта Вера Борисовна, заместитель директора по воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия номер 1 города Сыктывкара. Коллеги нам представят возможности реализации примерной программы воспитания в работе общеобразовательной организации на примере модуля самоуправления. Сейчас мы вам представим этот материал. Какие-то вопросы появятся, мы также переадресуем их нашим коллегам. Итак, начать свое выступление хотелось бы словами Антона Семеновича Макаренко. Личность не воспитывается по частям, но создается всей суммой влияний, которым она подвержена. Мы проанализировали эту фразу в свете нового отношения к воспитанию, к понятию воспитания. И, в общем-то, выделили несколько проблем, которые могут возникнуть, и попытались их в более шуточной, интересной форме вам представить. Итак, есть ли у меня план? Представим аналогию 1. Варим суп. Мы все с вами хозяйки, знаем, как варить суп, знаем, какие продукты взять. Но если хозяйка не умела, то в кастрюлю с холодной и горячей водой могут полететь все продукты, которые были у нее на столе, без последовательности. Отсюда и наши действия могут быть такими. Не действуем ли мы порой столь неразумно, нелогично в нашей педагогической кухне, занимаясь воспитательной работой? А что же мы можем сделать? Аналогия 2. Кубик-рубик. Мы все держали кубик-рубик в руках, мы его вертели, мы пытались какие-то манипуляции с ним делать, мы даже одну сторону могли собрать, но все ли смогут собрать кубик-рубик полностью? Вывод здесь таков. Точно так же можно проводить сколь угодно всевозможных мероприятий и даже добиваться некоторого внешнего эффекта в них, но, пожалуй, невозможно достичь существенных результатов воспитания, если не знать, как надо организовать этот воспитательный процесс. Ну и что получится? Аналогия 3. Художник. Художник решил нарисовать картину. Он не знает, что он хочет, но он считает, что должен получиться шедевр. Он думает, шедевр-то не получается, потому что нет идеи. Не зная, какого результата мы хотим добиться, кроме того, что результат должен быть хорошим, удастся ли достичь запланированного результата. Но отсюда мы поставили перед собой следующие вопросы. С чего начать работу воспитательную, чтобы она была действительно системной и деятельностной, а не носила только мероприятийный характер? Как продолжить эту работу? Что нужно изменить? И мы пришли к выводу, что успешный результат воспитания зависит не только от того, что делают педагоги с воспитанниками, но и как они этого добиваются. И это как в целом в ряде случаев может оказаться решающим. Ведь воспитательный эффект – дело отсроченное. Мы не сразу увидим тот результат, который мы получаем, и потом удивляемся, почему у наших воспитанников те или иные проблемы могут быть, или он становится таким замечательным человеком. Ну, исходя из всего этого, нашим помощником, как уже и говорили до нас выступающие, стала примерная программа воспитания. Ну, почему мы ею основываемся? Ну, во-первых, программа «Конструктор», она упрощает процесс разработки школами своих программ. Одна школа – одна программа. Сокращается объем, количество документации. Единство цели, как уже говорили предыдущие выступающие, одна страна, единая цель. Деятельностный характер программы, что и должна носить воспитательная работа. Ну и модульный принцип помогает выбрать те модули вариативные, которые необходимы именно данной образовательной организации.
Чтобы достичь положительных результатов деятельности, мы посмотрели, прежде всего установили, во имя чего мы собираемся действовать. Решили, как лучше подойти к осуществлению деятельности, какие средства и приемы использовать. Определились, в какой логичной последовательности мы будем работать. Подумали, что делать правильно, какой порядок действий мы должны выбрать. Отсюда у нас был разработан алгоритм. Ну, первым мы создали инициативную группу, в которую входят у нас руководители МО, входит старший вожатый, социальный педагог, педагог-психолог и те учителя, которые выявили желание для того, чтобы вступить в эту инициативную группу. Эта инициативная группа у нас помогает нам разобраться в тех методических материалах, которые есть в примерной основной образовательной программе. Также мы с помощью этой инициативной группы выбираем те вариативные модули, которые будут заложены именно в нашей программе воспитания. После этого мы проанализировали те возможности гимназии и особенности, которые есть в данный момент в нашей системе воспитания. Проанализировали тот воспитательный процесс, который мы осуществляем, выбрали вариативные модули, ну и приступили к модификации непосредственно плана воспитательной работы для того, чтобы его скорректировать на следующий учебный год. Вернемся к модулям. Мы сегодня остановимся на модуле самоуправления, но прежде я хотела бы сказать о вариативных модулях. Для себя, для своей гимназии мы выбрали два вариативных модуля. Это организация предметно-эстетической среды и ключевые общешкольные дела. Почему ключевые общешкольные дела? Потому что через эти дела у нас могут проходить все модули, как классное руководство, как курсы внеурочной деятельности. Это могут быть и работа с родителями, родители могут быть вовлечены в ключевые общешкольные дела. Это и модуль самоуправления и профориентация. Что же такое ключевые дела? Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников, и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большего числа детей и взрослых, способствуют идентификации их общения, ставят в ответственную позицию происхождения в школе, того, что происходит. Внедрение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный опять характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Данные ключевые дела мы разделили для себя на три блока. Это социальные проекты и акции. Это ежегодные совместно разрабатываемые проекты, акции, которые ориентированы на окружающий нашу гимназию социум. Они могут быть разного характера, это могут быть благотворительные концерты, это могут быть экологические какие-то мероприятия, акции, мероприятия патриотического направления, трудового характера. Забегая немножечко вперед, хочу сказать, что сейчас как раз мы реализовываем выигранный нами грант, который у нас называется «Эко-Эжва». Мы очень большое внимание как раз сейчас уделяем социальным проектам и вышли даже со своими социальными проектами на администрацию Эжвинского района. Об этом, наверное, немножечко позже расскажет Вера Борисовна. Это общешкольные праздники, они также могут проводиться ежегодно, быть творческими. Это могут быть различные театрализованные, музыкальные, литературные праздники. Опять же, также мы сейчас готовим концерт онлайн, так как у нас время сейчас непростое, которое будет согласовано с администрацией, будет ходатайство для того, чтобы наш онлайн-концерт был продемонстрирован на главной елке Эжвинского района по тому экрану, который будет установлен. Ну и третье – это коллективные творческие дела. Если рассматривать коллективную творческую деятельность как технологию, то она у нас проходит ряд этапов. Это рождение педагогического замысла, время предварительной работы с тем материалом, который возникает. Вторая – это коллективное планирование этого дела. Затем подготовка непосредственно к самому делу, коллективное проведение. После проведения обязательно идет подведение итогов и ближайшие последствия, которые ожидаются в результате этого дела. Ну и проанализировав тот план работы и те ключевые общешкольные дела, которые проводятся у нас в гимназии, мы пришли к выводу, что часть этих дел, часть ключевых общешкольных дел у нас делегируется органам нашего гимназического самоуправления. А зачастую и даже наше самоуправление делегирует нам эти ключевые дела. Наше гимназическое самоуправление называется Совет учащихся в парламент. И мы немножечко как раз сейчас и поговорим. Итак, что же такое самоуправление и в каком случае оно будет действительно работать? Ну, детское самоуправление – это мощное средство воспитания самостоятельности учащихся, привлечения ответственности, приучения их к ответственности. Самое главное, чтобы детское самоуправление носило деятельностный характер, а не было формальным имитацией каких-то мероприятий, поручений, задач, переданных ребенку.
Самоуправление в гимназии у нас осуществляется на разных уровнях. Это на внешкольном уровне, мы сейчас выходим на администрацию Эжинского района, на школьном уровне, где у нас запланированы общешкольные дела, которые организуются средствами самоуправления ученического, на уровне класса и на индивидуальном уровне. Ну и для того, чтобы самоуправление действительно работало, мы заложили ряд принципов, на основе которых мы и работаем как раз с ученическим самоуправлением. Ну, первый принцип – это обоснованность выбора поручения. То есть мы собираем совет учащихся парламент, на котором оговариваются те поручения, которые распределяются каждому ребенку. Важно здесь учесть то, что поручения должны распределять ребята сами. Здесь есть риск уйти от того, что ученическое самоуправление будет работать, и прийти к тому, что мы будем делегировать детям, мы будем распределять эти должности внутри самоуправления. Это должно быть отдано на откуп детей. Следующий принцип – это равноправие, когда каждый участник самоуправления принимает участие одинаковое в голосовании, в выборе дел, в принятии решений, преемственность. Все мы знаем, что учащиеся наши вырастают, и наше самоуправление меняется новым составом. Поэтому важно, конечно, не забывать те традиции, которые у нас уже были, но и пополнять самоуправление новыми членами. Следующее – это коллегиальность. Все решения, которые принимаются с детским самоуправлением, должны приниматься коллективно, вместе, учитывая мнение каждого ребенка. Для того, чтобы детям было интересно принимать участие, его мнение должно быть выслушано. Критика и самокритика – важный принцип, когда любое проведенное мероприятие должно быть разобрано. Это могут быть высказаны и замечания в адрес данного мероприятия. Ну и каждый ребенок должен уметь видеть и недостатки, и преимущества в своей работе. Здесь опять же важно, так как это коллектив детский, чтобы не переросло это все в ругань, просто в ненужную критику, которая была недостойна этого и которая не была адекватной. Отчетность. Все мы знаем, что как мы, так и дети нуждаются в том, чтобы то мероприятие, которое было проведено, было ограничено в каких-то определенных рамках. Поэтому обязательно должен быть поставлен дедлайн, должно быть выбрано время проведенного данного мероприятия, ну и после того, как оно будет проведено, обязательно должно быть разобраны его результаты. Следующий принцип – это сочетание коллективных и личностных интересов ребенка. Ни в коем случае те мероприятия, которые проводятся внутри самоуправления, не должны перечить тем интересам ребенка, которые у него есть. Если они не соответствуют этим интересам или интересам коллектива, то нужно рассмотреть это дело, следует ли его вообще проводить. Ну и последний принцип – это распределение полномочий. Здесь учащиеся, которые входят в самоуправление в ученичество, должны понимать, что более ответственные мероприятия большую роль возлагают именно на тех детей, у которых уже есть опыт социального общения, выполнения социально значимых дел. Вера Борисовна расскажет о том, как этот модуль реализуется именно у нас в гимназии, а закончить мне хотелось бы фразой, к сожалению, у меня не переходит, что любое воспитание может идти вперед только в том случае, если оно будет системным. Спасибо за внимание. Хочу присоединиться к выступающим до меня коллегам. С наступающим Новым годом, чтобы следующий год был легче, здоровья вам, счастья и благополучия, и творческих, и профессиональных успехов. Спасибо. Уважаемые коллеги, мое выступление носит название «Самоуправление в действии», потому что для нас, для коллектива гимназии, самоуправление является тем ключевым инвариантным модулем, который вершит в школе многое. Мы уже достаточно длительное время работаем с самоуправлением, и для нас этот модуль не новый. И мы очень обрадовались тому, что можно еще больше полномочий передать детскому самоуправлению. Как сказал Антон Семенович Макаренко, я продолжаю цитировать великого педагога: «Дело рождает самоуправление, а не наоборот». Всегда должно быть общее дело. Об этом и сказала моя коллега Ирина Викторовна. Ключевые общешкольные дела – это то звено, которое объединяет всех, и школьников, и родителей, и педагогов. Поэтому действительно дело рождает самоуправление. Помогите, пожалуйста.
детское самоуправление предоставляет широкие возможности для самореализации, и ученики становятся организаторами мероприятий. Они не просто исполнители. Уже ушло то время, когда учитель приходит и говорит: так, ребята, мы будем с вами делать это. Но они не будут просто этого делать, нужно заинтересовать. И тогда ученики чувствуют свою нужность, они становятся действительно организаторами мероприятий, и мероприятия проходят на достаточно высоком уровне. В гимназии таким органом как раз является Совет учащихся парламент. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлена структура ученического самоуправления в гимназии. Вот сверху это как раз общее собрание учащихся, Совет учащихся парламент, а внизу, посмотрите, ученик. То есть любой ученик, имея определенные способности, желания, может оказаться в Совете учащихся парламента. Для этого он активно участвует в Совете класса, он является участником сектора, который его интересует. Это может быть даже участие в нескольких секторах. Мы выделяем такие сектора, как сектор спорта, знаний, культуры, информации, сектор труда и сектор общения. И вот здесь как раз у нас и не возникает вопросов, куда же мы включим трудовое воспитание. Оно у нас будет рассредоточено. И таким образом Совет класса через лидера класса выражает свои пожелания, чтобы они хотели, в чем бы они хотели принять участие, что они хотели бы организовать. Но это не хаотичное движение. Все здесь фиксируется в планах, и план для самоуправления разрабатывается на Совете учащихся парламента. То есть они анализируют план данного года, ставят плюсики, минусики, ну, то есть анализируют, что у них получается, что не получается, что они хотели бы добавить в свой план. И таким образом происходит взаимодействие, и жизнь в школе превращается в жизнь маленького государства со своими правилами, со своими нормами, со своими принципами. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Какие задачи решает наш Совет учащихся парламента? Ну, во-первых, приобретается опыт управленческой деятельности. Во-вторых, ученики раскрываются в своих творческих способностях. Они чувствуют собственную значимость и причастность в решении важных общественных проблем. И развиваясь в различных видах деятельности, ученическое самоуправление охватывает большее число задач, которые раньше решались педагогами. И вот здесь вот, конечно, может возникнуть трудность, потому что и педагогам ведь тоже сложно перестроиться. Раньше привыкли все решать они, а здесь большую часть мероприятий, каких-то видов деятельности приходится отдать ребятам. Но этот вопрос решается хорошим результатом от проведенных мероприятий. Детям нужно доверять и сопровождать, и тогда все это действительно получится в идеальном варианте. Пожалуйста, дальше. Работа школьного самоуправления в гимназии строится по определенной схеме. Каждый понедельник происходит сбор актива учащихся, где планируется участие гимназистов в подготовке и проведении значимых мероприятий. Эти мероприятия могут быть как школьными, так и внешкольными. В этой работе активистам гимназии оказывается поддержка администрации и педагогами гимназии, потому что после того, как проведено рабочее совещание парламента, где принимают участие либо директор, либо заместители директора, обсуждается план подготовки и проведения различных акций и проектов. А затем проект готовится гимназистами и предоставляется на педагогическом совете. Как правило, проект в дальнейшем реализуется совместными усилиями с привлечением партнеров. И очень важно, что именно на педагогическом совете, когда ребята представляют свой проект, они просят
помощи тех или иных педагогов. И таким образом уже не педагог навязывает свою деятельность, а учащиеся сами понимают, чьей помощи им не хватает. Например, если это проводится шахматный турнир, то здесь, конечно, за помощью обращаются к учителям физкультуры. Если это проводятся акции по чистке памятника или раздельному сбору мусора, конечно же, здесь нужна помощь будет не только классного руководителя, но и старшей вожатой. Поэтому вот так вот совместными усилиями у нас и происходит вот общее дело, реализуется. В гимназии разработан алгоритм проведения мероприятий органами самоуправления. Он универсальный, и хотелось бы сказать, что все эти этапы сопровождаются фотоотчетами, видеоотчетами. Таким образом, у нас школьная газета «Тудейка» и ВКонтакте, группа ВКонтакте, те, кто работают, они приобретают опыт и становятся журналистами, редакторами, фоторепортерами. То есть здесь идет такая профориентационная направленность. Ну, в общем-то, алгоритм, он, еще раз повторюсь, универсальный. Это постановка проблемы, ее актуальность. Очень часто проблему предлагает взрослый, потому что у него имеется и статистика, и факты, но бывает так, что с проблемой приходят и взрослые ребята, старшеклассники, потому что они уже действительно чувствуют, что могут решить какие-то проблемы, и они их стараются замечать и решать. Далее, после того, как проблема поставлена, нужно ее решать. И вот, значит, таким значимым для нас мероприятием совместным явился совместный проект с администрацией Эжвинского района. Этот проект «Эко-Эжва», его цель – благоустройство остановочных комплексов Эжвинского района баннерами с экологической информацией, повышение экологической грамотности населения. Этот проект вылился в такой грандиозный, благодаря, опять-таки, идеям ребят. На совместной встрече с администрацией Эжвинского района. Уважаемые коллеги, если какие-то технические моменты вдруг возникают, да, и запись не идет в эфире, то наши сотрудники технической поддержки всегда предлагают прямую ссылку на такой ресурс интернетный, как YouTube, и там можно на канале посмотреть, собственно говоря, вот выступление, если оно не идет в прямом эфире, через профми. Сейчас бы я хотела продолжить, да, потому что вот этот проект, экологический проект, который представили гимназия номер 1 еще представит у нас, и поэтому хотелось бы дальше продолжить наш разговор о разработке и внедрении рабочих программ воспитания. Если мы говорим об аналитике по итогам разработки и внедрения рабочих программ воспитания, то мы прежде всего обращаем внимание на следующие моменты. Здесь представлены разделы аналитической справки по результатам контроля качества реализации воспитательной деятельности до рабочей программы воспитания. Да? То есть это та классическая схема, по которой, собственно говоря, отчитываются общеобразовательные организации. Первое – это анализ качества воспитательных результатов при диагностировании, которое обнаруживается динамика личностного роста обучающихся. Также анализируются достижения учащихся в творческих конкурсах и мероприятиях, олимпиадах и так далее. Анализ удовлетворенности участников образовательных отношений к качеству воспитательной деятельности. Понятно, да, что все участники образовательной деятельности – это родители, законные представители, непосредственно обучающиеся и, конечно же, педагоги. Далее анализ качества организации воспитательной деятельности. Сюда входит анализ реализации неурочной деятельности, анализ реализации воспитательной деятельности классного руководителя. И третий раздел, как правило, аналитической справки содержит особенности нормативно-методического обеспечения, кадрового обеспечения, материально-технического информационного обеспечения в течение учебного года. Да? То есть таким образом подводятся итоги качества условий организации воспитательной деятельности. Если мы говорим о программе воспитания, рабочей программе воспитания, то здесь, конечно, нас подводят разработчики к деятельностному подходу. И прежде всего ориентируют нас на те события, которыми насыщена общешкольная и школьная классная жизнь всех, так сказать, субъектов, да, общеобразовательной организации.
Следующий слайд, да? То есть вот посмотрите, возвращаясь к презентации Инны Юрьевны, да, и всех разработчиков, которые у нас уже выступали на республиканских семинарах, к чему мы приходим? Говоря о результатах своей работы, воспитательной работы, мы прежде всего должны проанализировать динамику личностного развития школьников. И разработчики очень рекомендуют к этому педагогическое наблюдение, да, возвращаясь к тем картам наблюдения, которые мы разрабатываем, индивидуально для каждой для своей школы, учитывая особенности. Также разработчики предлагают свои карты наблюдения для реализации и подведения анализа динамики личностного роста, личностного развития. Также наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Здесь мы подходим к опросу педагогов, старшеклассников и родителей. Да, об этом тоже говорили наши уважаемые эксперты. Далее следует у нас календарный план. Ну вот тут вот Екатерина тоже обращала наше внимание. Календарные планы, уважаемые коллеги, могут быть разными. Календарный план, тот, который предложен в примерной программе воспитания, да, сетку, с которой нас познакомила Мария Игоревна, там мы обозначаем сразу, получается, ответственных. Кому-то может быть удобнее так, кому-то действительно удобнее вот делать план-сетку на месяц. Вот здесь представлен данный вариант. Например, модуль «Классное руководство», да, и 4 недели, предположим, октября. Да, то есть в первую неделю проводятся классные часы, посвященные Дню учителя, они как-то называются, да, получается, в первом, втором, третьем, четвертом классе, а также индивидуальная работа с обучающимся. Она тоже конкретизируется именно в этой сетке. Вторая неделя – это классные часы, посвященные Всемирному дню защиты животных, например, и также индивидуальная работа с обучающимся. То есть те направления, которые включают в себя модуль «Классное руководство», здесь тоже, заметьте, обозначены. И по неделям распределены классные часы, и индивидуальная работа может быть конкретизирована, да, уже потом дописана, наполнена, так скажем, нюансами и теми потребностями, которые возникают у нас в течение непосредственной работы и взаимодействия с обучающимся в классе. Например, модуль курса неурочной деятельности, да, тут тоже идут направления, предположим, спортивно-оздоровительное направление, да, секция подвижных игр, духовно-нравственное направление, кружок «Я гражданин России». То есть те дополнительные программы, которые реализуются у вас в общеобразовательной организации, они здесь могут быть предложены именно с учетом месяца и недель, которые у нас располагаются, в данном случае на месяц октябрь, да, рассчитаны. Далее. Далее, например, модуль «Школьный урок». Здесь мы можем расписать те приемы, которые у нас реализуются на школьных уроках. Например, прием учеников 4 классов «Школьное научное сообщество», такое тоже есть, да. Сценировка на уроках литературного чтения, способ установления позитивных отношений между одноклассниками. Шефство пятиклассников над первоклассниками, шефство сильных учеников над слабыми одноклассниками, 2-4 классы. Да? То есть и под каждым пунктом уже конкретный классный руководитель конкретного класса уже ставит какое-то свое событие, да, или ту работу по взаимодействию и организации детско-взрослой общности, взаимодействия, да, в рамках вот этого направления. Работа с родителями также условлена направлениями, да, то есть запланированы классные родительские собрания, да, индивидуальные беседы с родителями, которые могут быть также расписаны, работа с родителями, с родительскими комитетами, заседание управления совета школы, индивидуальные беседы с родителями, родительские собрания для родителей первых классов по итогам адаптации детей в школе, да, если мы говорим о календарном плане для начальной школы. Модуль «Ключевые общешкольные дела», положим, в октябре, могут наполнять концерт ко дню учителя в первую неделю, да, соответственно, в дате, и в последнюю неделю, 4-ю неделю, Всероссийский урок безопасности детей в сети интернет, да, обращаясь к календарю образовательных событий, мы используем ресурс также и этого календаря. Экскурсии. Те экскурсии, которые запланированы у нас в первую неделю октября и вот в данном случае в 3-ю неделю октября. То есть где-то стоят пропуски, потому что понятно, что каждую неделю организовывают и экскурсии, и мероприятия, какие-то события. Мы не можем, так как они прикреплены к особым датам и договоренностям с нашими партнерами, с которыми мы обращаемся, и те организации, которые мы
учреждения культуры или спорта, в которые мы выходим вместе с нашими ребятами. То есть план-сетку или календарное планирование, общеобразовательная организация, да, предлагает в своем варианте, и в этом достаточно нет жестких ограничений. Есть предложения от самих разработчиков программы воспитания, да, и нам сегодня Мария Игоревна эту сетку показала, как может выглядеть календарный план воспитательной работы по уровню образования. Далее. Говоря об аналитике по программе воспитания, по рабочей программе воспитания, да, прежде всего мы оперируем к самоанализу, да, то есть мы изучаем по тем модулям, да, по которым проводилась у нас воспитательная работа, изучаем, каким образом, да, сами себя анализируют педагоги, старшеклассники, и каким образом, да, у нас выстраивается вот эта вот шкала качества от 1 до 10. Например, общешкольные дела придумываются только взрослыми школьниками и не участвуют в планировании, организации и анализе этих дел. Да? То есть это вот то практически отсутствие результата, да, в данном направлении. И максимально идеальный вариант, к которому мы стремимся, это общешкольные дела, всегда планируется, организуется, проводится, анализируется совместно школьниками и педагогами. Да? То есть вот здесь у нас отвечают педагоги по оценочной шкале то качество, которое, как они считают, было реализовано в течение учебного года, да, и, соответственно, выводят задачи на следующий учебный год в соответствии с данным направлением в работе данного модуля. Качество совместной деятельности классных руководителей и их класса, да, то есть это в модуле классное руководство. То есть насколько классные руководители являются значимыми взрослыми для большинства детей в своих классах, насколько школьники доверяют своим классным руководителям. Здесь тоже идет вот своего рода такая оценка, да, которую дают и педагоги, и сами классные руководители, и также руководство администрации школы, да, и проводя анализ заполняемых, да, вот таких вот анкет, уже мы делаем выводы о том, какие события, которые были включены в работу общеобразовательной организации в течение учебного года, стали продуктивными, да, и действительно привели к положительной динамике качества, да, совместной деятельности классных руководителей их классов, а какие действительно требуют доработок, может быть, изменений или, собственно, замены совсем. Да? То есть вот очень важно подходить к анализу, да, именно качества реализуемой воспитательной деятельности. Следующий слайд можно? Вот. И по всем модулям проводится соответствующая у нас оценка качества организованного в школе воспитательного пространства, воспитательной работы. Сюда, в такую карту самоанализа включаются те модули, вы тоже обращали внимание наши эксперты сегодня на эту особенность, которые заложены в вашей рабочей программе воспитания. То есть если, предположим, модуль «Ключевые дела», да, заменим модулем «Традиции гимназии», да, предположим, как нам сказала Ирина Юрьевна сегодня на примере гимназии, в которой она осуществляла деятельность, ее осуществляет, да, то есть тогда, соответственно, модуль и здесь в самоанализе, и в программе, и в календарном плане переименовывается, и мы уже, да, то есть исходим из того, что заложено у нас в этом модуле, да, и почему. Далее, если мы говорим о работе РДШ, да, тоже был предложен вариант Марины Игоревны о том, как можно включить те события, которые у нас связаны с российским движением школьников, в календарный план, да, и должен быть отражен и в программе воспитания, да, то есть очень важно, чтобы как на ниточку, да, нанизывались наши модули, нанизывались наши, то есть программа, календарный план, самоанализ. В соответствии с календарным планом проводится самоанализ по окончании учебного года. Далее, можно, пожалуйста, слайд. Ну и вот следующие тоже наши модули. Приятно, что разработчики нам предложили вот такую развернутую сетку, да, самоанализа по
качеству проводимой воспитательной работы в разрезе модулей, потому что здесь мы прямо видим прописанные, да, какие-то результаты, к которым мы стремимся. Мы можем использовать вот эти формулировки для той аналитической справки, которая будет у нас отражать качество работы, проводимой по рабочей программе воспитания в течение учебного года. И здесь, конечно, можно и порассуждать, можно сделать выводы, и можно действительно соотнести с теми событиями, которые бы реализовались в данном направлении, в разрезе данного модуля, и с тем результатом, который, да, в общем таким составом экспертов, так скажем, своего рода, вот того воспитательного пространства, которое организовано, да, и старшеклассники, и родители могут подключиться, и сами педагоги, да, когда мы можем уже действительно делать какие-то выводы о том уровне качества, которое у нас было обеспечено в течение учебного года. Далее, пожалуйста, можно? Если мы говорим про профориентационную работу, да, обращаем ваше внимание, что это инвариантный модуль, который организуется у нас со второго уровня образования, да, но не исключены элементы, которые у нас проводятся и в начальной общеобразовательной школе, да, то есть на уровне начального общего образования, когда мы включаем классные часы по профориентационной работе, приглашаем интересных для наших обучающихся в начальной школе людей, которые рассказывают на доступном уровне, так в интересной форме о своей работе. Вот. И здесь мы тоже, да, видим, от чего мы стремимся, от того результата, который, ну, желательно отойти от него, да, и стремимся к тому идеальному результату, к которому мы подходим, и обозначаем качество работы. Следующий слайд тоже можно, пожалуйста. Вот таким образом происходит самоанализ, организуемый в школе совместной деятельности детей и взрослых. И в разрезе тех модулей, да, вот разрабатывая эту карту с учетом модулей, которые включены в вашу общеобразовательную организацию, положим, да, школьный музей. Вот есть модуль школьный музей. Точно так же в эту карту добавляются пункты, да, которые могут демонстрировать качество проводимой воспитательной работы в рамках данного модуля «Школьный музей». И путем самоанализа, да, мы рассматриваем тот уровень качества, который был достигнут, да, ту динамику, которая была продемонстрирована в течение учебного года. А так и так далее проводим мы эту динамику от года к году, потому что модули практически, да, у нас закреплены, да, и меняется только содержание календарного плана, да, корректируется, может быть, отчасти, да, вот, как говорила Мария Игоревна, какие-то моменты в связи с изменениями, может быть, какими-то запросами общества, может быть, с какими-то индивидуальными особенностями или действительно с появлением педагогов, которые готовы за собой, да, вести детей, которые готовы организовать работу в разрезе нового модуля, который можно добавить и в программу воспитания, рабочую программу в том числе. Далее, чтобы этот модуль отражался в календарном планировании, в календарном плане, да, где ответственно будет, судя по всему, этот педагог. И потом в самоанализе также был проведен анализ данного модуля и в разрезе вот работы воспитания, которая организована именно в рамках обеспечения этого модуля. Ну и таким образом мы говорим о качестве взаимодействия школы и семьи школьников. Да? То есть понятно, что родители, законные представители – это заказчики образовательных услуг. И так или иначе, да, мы всегда координируем, да, нашу работу, нашу совместную деятельность с родителями, законными представителями, и всегда обращаемся к тому, насколько они удовлетворены, да, вот именно работой общеобразовательной организации, и что можем мы сделать, что можем мы изменить, как мы можем улучшить качество проводимой воспитательной работы, да, для того, чтобы наладить взаимодействие с родителями в вопросах воспитания детей, да, и чтобы общение и взаимодействие родителей и обучающихся стало более доверительным и действительно служило в помощь нам, педагогам, при организации воспитательной работы в общеобразовательной организации.
Что ж, уважаемые коллеги, очень много вопросов есть, связанных с частными случаями. Да? Я думаю, что их можно адресовать непосредственно мне, присылая на почту Фонда Республиканского института развития образования, мне они будут переадресованы, а я в свою очередь, да, вот также в чате, да, на портале для классных руководителей можно будет получить ответы на эти вопросы, можно будет задать их напрямую, и мы соберем информацию и все-таки, да, будем вас держать в курсе тех возможных вариантов, которые могут быть предложены для решения каких-то проблем, которые могут, ну, у вас вызывать вопросы, да, то есть, потому что на самом деле разработчики программы прежде всего доверяют вот педагогам, да, и хотят приблизить их вот к тем реалиям, которые есть, и улучшить, да, то качество организуемой воспитательной работы на местах общеобразовательных организаций. Да. Поэтому и мы приглашаем наших коллег, уже 3 разработчиков примерной программы воспитания участвовали в наших республиканских семинарах. Это Степанова Ирина Юрьевна, Круглов Владимир Витальевич, вот сегодня подключилась Шестова Инна Юрьевна, и всегда с нами работает Лишенко Мария Игоревна. Спасибо им огромное, потому что на самом деле очень ярко, интересно и на примере, да, из практики специалисты рассказывают о том, как они пришли к этой программе, каким образом она разрабатывается и к чему, собственно, она ведет нас, педагогов, а за нами наших обучающихся. Уважаемые коллеги, мы ждем от вас вопросов. Спасибо вам огромное за внимание. Желаю вам продуктивной работы и то качество реализуемой воспитательной работы, которое существует в вашей общеобразовательной организации, мы желаем вам поднять на должный уровень, стремясь к тому идеальному решению, да, к тем идеальным целям, которые заложены в наших документах, с которыми мы вас обращаем, и тех примерах из практики, ярких событиях, которые организуются в общеобразовательных организациях Российской Федерации и Республики Коми. Спасибо, всего доброго, до свидания.